Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркменские студенты в Беларуси массово вовлечены в контрабанду людей. Десятки молодых людей из Туркменистана за деньги незаконно перевозят в Польшу жителей стран Ближнего Востока. Студентов ловят белорусские пограничники, их штрафуют и депортируют в Туркменистан, а некоторые получают тюремные сроки. Ситуация оказалась настолько серьезной, что заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович разослал в вузы письмо с требованием следить за учащимися из Туркменистана. Копия письма попала в распоряжение Turkmen-News. В документе, поступившем в сентябре в белорусские вузы, говорится о многочисленных случаях задержания студентов и выпускников из Туркменистана в пределах пограничной полосы. Это происходило в том числе в период занятий в вузах. Баханович требует, чтобы руководство вузов не допускало пропуска занятий и усилило профилактическую работу с иностранными студентами. По информации источника Turkmen-News, в руководстве одного из вузов туркменские студенты вовлечены в деятельность международной мафии. Через Беларусь в Польшу, а затем в Западную Европу незаконно попадают граждане Ирака, Ливии, Йемена, Египта, Сирии, Афганистана и других стран. Их проводниками через границу и являются туркменские студенты. Они на машине довозят группы иностранцев до границы с Польшей. Эта страна в последнее время сильно укрепила свою границу, построив стену, однако контрабандисты делают под ней подкопы. Туркмены переводят нелегальных мигрантов на польскую сторону и сажают их в машину подельников. Затем они фотографируют своих подопечных в доказательство выполненной работы, возвращаются в Минск или Брест и получают 3-4 тысячи долларов. Деньги за работу им выплачивает некий гражданин, этнический курд. Туркменские студенты оказываются вовлечены в это не от безысходности, подчеркивает источник. Работы в Беларуси много, они могут устроиться в кафе или таксистами, но их привлекает именно возможность заработать быстро и сразу много. Некоторые студенты играют в азартные игры и имеют крупные долги. В обращении Бахановича приводятся примеры задержаний и уголовных дел. В марте 2023 года при незаконном переводе через границу 8 граждан Индии был задержан студент 4-го курса Международного государственного экологического института Навруз Реджепов. В июле его приговорили к 3 годам лишения свободы. В мае при организации нелегальной миграции 10 граждан Египта были пойманы еще 2 студентов того же вуза, Керим Аламов и Сапагильды Аладжанов. В августе им дали по 4,5 года лишения свободы. В апреле пограничники задержали студента Белорусского университета транспорта Азата Аннабердыева. Доказать его причастность к переводу через границу мигрантов не удалось, но он был приговорен к 3 месяцам ареста за использование подложного водительского удостоверения. Также в обращении заместителя министра образования перечисляются граждане Туркменистана, которых после задержания на границе оштрафовали и депортировали в административном порядке. Студенты Международного государственного экологического института Черыыргулы Деряев, Тарумарат Гилдыев, Айдагды Нармедов. Студент Белорусской сельскохозяйственной академии Палван Аннамов. Студент Белорусского государственного университета транспорта Непес Сарыев. Студент Брестского государственного технического университета Гайрат Алаяров. Студенты Брестского государственного университета Мерген Хикимов, Рзагулы Атузов, Халмырат Раджабов, Джумамырат Нурмамедов, Мирдан Юсупов, Сапармырат Амангелдыев, Палат Какабаев, Мейлис Бердиев. Студенты Белорусского государственного университета Равшен Хумиев, Накер Реджепов, Равшен Азбеков, Сазак Барджаков. Студенты Белорусского государственного педагогического университета Мейлис Джумаев, Гундагды Рахманов, Випан Армедов. Студент Белорусского государственного университета физической культуры Бабагильды Хаджимбердыев. Студент Белорусского государственного экономического университета Бегенч Аразбердыев. Студент Гомельского государственного университета Реджеп Мурат Юсупов. Студентки Белорусской государственной академии связи Михри Сапыева, Тазигуль Маликгулыева, Агулнизик Непесова. Бывший студент Белорусского государственного университета Нурмырат Гурбанов. Бывшие студенты Белорусского государственного университета транспорта Максат Саюнов
и Азат Аннабердыев. Чиновник просит вузы принять меры и доложить. Имеется информация, что мигрантов транспортировали не только в Польшу. Так, в апреле 2023 года суд Витебской области вынес приговор гражданину Туркменистана, отцу двоих детей. Тот незаконно переправлял мигрантов в Литву. Отметим, что некоторые туркменские студенты, даже без рабочих виз, все же трудятся в Беларуси и других странах. Власти Туркменистана резко ограничивают объем денег, которые родители имеют право конвертировать и отправлять детям, поэтому туркменские студенты за рубежом всегда в поиске работы и часто вынуждены соглашаться на любой заработок. В результате некоторые из ребят хотят резко все изменить. К тому же они перестают ощущать тотальный контроль, к которому привыкли на родине. Какой пес вас кусает, когда вы сюда приезжаете? Почему вы меняетесь диаметрально противоположно? Пытался понять на одном из собраний с туркменскими студентами заместитель декана факультета права Белорусского государственного экономического университета Евгений Остапов. Туркменские дипломаты регулярно проводят встречи со студентами за рубежом, требуя от них соблюдать местные законы. Однако особого влияния эти встречи на молодых людей не оказывают, многих не пугают даже предупреждения о том, что на родине их могут строго наказать. У властей Туркменистана в связи с многочисленными фактами контрабанды людей в Беларуси и причастности студентов к этому бизнесу должны появиться вопросы к послу Назаргулы Шагулыеву и резидентам Министерства национальной безопасности Туркменистана в Республике Беларусь. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.